Здравствуйте, мои хорошие. Хаправа. Сегодня мы расскажем вам табасаранскую сказку. Табасаранцы – один из народов Дагестана. Сказка называется «Хитрость матери и дочери». Жили-были мать и дочь. Жили они очень бедно, и некому было им помочь. Вот дочь выросла, настала пора замуж выходить, но никто за нее не сватался. Зачем нужна бедная невеста? Что она может дать семье? Думали сваты. Однажды мать предложила девушке: пойдем, дочка, отсюда. Нас здесь никто не понимает. Может, найдем себе счастье в другом месте? И двинулись они в путь. Много прошли и встретили, наконец, богатого купца. «Здравствуйте! Куда путь держите?» – спросил купец. «Хотим найти работу», – ответила мать. «А кто эта девушка?» – спросил лукаво купец и подмигнул. Мать посмотрела на дочь, а та потупила очи. Старуха подумала, а вдруг сейчас удача улыбнется, и начала. «Эта девушка, сын мой, для понимающего человека золотой клад. Она необыкновенная рукодельница. Она может из одного мешка шерсти соткать такой прекрасный ковер, который будет как цветущий сад». «Так, — подумал человек, — я зарабатываю торговлей. И если смогу выручить за ее прекрасные ковры большие деньги, то мы вместе сказочно разбогатеем». И спросил он у старухи: «А нет ли у нее каких-либо недостатков?» «Что ты? Никаких? У нас отбоя не было от сватов. Но мне не хочется эти золотые руки никому отдавать. Чем же я тогда буду заниматься?» «А ты выдай за меня свою дочь. Мы породнимся, ты станешь мне матерью, будем жить вместе. Я часто уезжаю в другие страны, вы будете вдвоем, пока меня не будет». Вновь мать посмотрела на дочь, а та снова в землю. «Что в тарелке, лучше знает ложка», – подумала мать, отвела девушку в сторону, пошушукались с ней, и они объявили о своем согласии. Купец отвел их к себе домой, где они отпраздновали свадьбу. Затем купец купил целый мех шерсти и велел соткать ковер, пока он будет в отъезде. Мать и дочь весело жили, ели, пили, ни о чем не тужили. Так проходили дни и недели, а шерсть оставалась нетронутой. Но приближалось время, когда должен был вернуться купец. Они даже и не начинали ткать ковер. Мать уже беспокоилась о том, как выйти из этого положения. А в это время у царя заболел сын. Вырос у него на лице страшный нарыв. Старуха решила помочь и отправилась во дворец. Сказала она царю: «Дай тебе Бог здоровья. Я всегда помогаю молодым. Приведи ко мне своего сына. Я что-нибудь придумаю». Пришли царь и царский сын на завтра и видят. Женщина поймала мышонка, поставила на каждое плечо блюдечко с кашей. Мышонок из одного поест, потом перепрыгнет и из второго поест. «Чем ты занимаешься, бабушка?» – спросил юноша. «Обедаю, сын мой». «А кто же у тебя там крутится?» «А, мы с дочкой собрались прясть пряжу для ковра. Вот я и смотрю на хвостик мышонка и думаю, нитки для ковра сделать тоньше или тоньше».
Не удержался тут сын царя и засмеялся. Лопнул нарыв от смеха, и моментально стало парню легче. Обрадовался он, обрадовался и царь. Ты вылечила моего единственного сына. Говори, что ты желаешь за это получить. Царь, дай тебе Бог здоровья. Пусть твое золото останется тебе, а для нас вели, чтобы мастера соткали ковер из этой шерсти. Это я сделаю, ответил царь. Позвал своих мастериц и приказал им соткать ковер. Исполнили они приказ царя. Через некоторое время вернулся купец. Смотрит, все готово. Ковер красивый, яркий, радует глаз. Любуется купец на ковер, а сам думает: надо беречь такую жену. Потом посмотрел на девушку ласково и сказал: жена моя, ты показала, на что способна. Теперь тебе не обязательно так много работать. Нам хватит того, что я зарабатываю торговлей, а ты занимайся домом и воспитанием детей. И стали они жить дружно и счастливо. Вот так умная и хитрая мать устроила счастье своей дочери. До новых сказок, драгоценные мои.